Сегодня хочу рассказать вам одну историю про колибри. Однажды, когда вспыхнул пожар, все животные смотрели и наблюдали за этим пожаром, ведь они все испугались. А маленькая колибри, насколько она маленькая не была бы, она начала летать в озеро. И все начали спрашивать, что она делает, ведь она ничего не сможет сделать. А она начала тушить пожар, хоть она была такой маленькой, но она внесла свой большой и значимый вклад. Даже наши маленькие шаги могут изменить наш климат и повлиять на нашу природу. Голос молодежи имеет очень большое значение, но, к сожалению, пока в Центральной Азии молодежь не вовлекается в проблемы экологии и изменения климата активно. Но при этом на уровне глобальных переговоров, на уровне локальных действий молодежь – это двигающая сила, тем более очень большое количество, численность молодежи в Центральной Азии есть. Нехватка воды в Афганистане является очень большой проблемой, что приводит к ухудшению здоровья и гигиены женщин. И маленьких девочек в частности. И как раз таки из-за нехватки воды, так как большинство населения живет в горных районах страны, мы можем сказать то, что им приходится идти куда-то с ведрами или с какими-то наполнителями, ехать или идти очень далеко, где есть колодцы, набирать эту воду. В основном эта ответственность лежит на маленьких девочках. Мы также говорим о стране, в которой электричество является нехватающим ресурсом, а как раз таки выход на онлайн-платформы или иметь доступ к интернету, к тому же электричеству является очень важным для молодого поколения, не только для их образования, но также и для общего развития. Молодые девочки в Афганистане – это самая, можно сказать, уязвимая часть населения, так как их выход к образованию, их выход к интернету, к онлайн-платформам – это очень важно, но также это почти невозможно в наше время. Я думаю, что с помощью нашей платформы мы показываем, насколько важен голос молодежи, насколько нужно включать детей, подростков, девочек в этот процесс. И так как молодежь и дети будут 5-7 раз больше сталкиваться, чем наше взрослое поколение с вопросами природных катаклизмов, им очень важно понять, что они могут сделать как на уровне международном, так и на уровне местном с точки зрения лидерства, а также личных примеров.